Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты канала Якутия-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Вековая мечта близка к реальности. Концессионное соглашение по проекту строительства Ленского моста подписано, комментирует Айсен Николаев. ОРВИ грипп атакуют. Карантин в школах Якутска продлили. Какова ситуация в районах? Сюжет из Мирного. Работа спасать жизни. Кардиохирург Петр Захаров отмечает юбилей, чего добился за годы работы выдающийся профессионал. Повелитель холода сделал это. В Якутске установлен рекорд по самому долгому нахождению подо льдом. Репортаж о том, как все это происходило. Добрый февраль набрал обороты. Известный кондитер Мария Столярчик сделала подарок многодетной семье. Брак в День влюбленных. 14 февраля традиционно одна из популярных дат для пар. Сюжет из Нерюнгри. Концессионное соглашение по проекту строительства Ленского моста между правительством Якутии, консорциумом Ростех и группой ВИС подписано. Айсен Николаев отметил, что мост через Лену – вековая мечта якутян. Он не только соединит западную и восточную части Якутии, но и станет важным стратегическим звеном магистральной инфраструктуры страны. Объект обеспечит пространственную связность Дальнего Востока и Арктики. Сейчас фактически стартовал первый этап – изыскательские работы. В ходе этих работ предстоит детально проработать проект, определить его финальную стоимость и подготовиться к государственной экспертизе. Безусловно, строительство Ленского моста сегодня, благодаря поручению президента, уже находится в ряде программ государственных Российской Федерации. Конечно же, по получению уже решениям по проекту, после окончательной уже прохождения государственной экспертизы, мы уверены, что в рамках тех или иных государственных программ будет выделено федеральное финансирование. Но еще раз говорю, это еще предстоит очень большая напряженная работа и органов власти республики, и органов федеральных. Мы должны будем, конечно же, согласовать финансовую модель, должны будем окончательно утвердить и подходы к этапности строительства, к вопросам технологическим строительства. Но в целом, еще раз говорю, задачи стоят, что до конца 2025 года мост через Лену должен быть построен. Карантин в школах Якутска продлили до 23 февраля. Такое решение сегодня приняла санитарно-противоэпидемиологическая комиссия. Отмечается, что также приостановлена работа всех кружков, секций и дополнительных занятий. Это связано с сезонным обострением респираторных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация в столице региона напряженная. Наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых и превышение допустимых эпидпорогов. Заболеваемость по городу растет, и по решению противоэпидемиологической комиссии принято решение продлить карантин до 23 февраля включительно во всех образовательных организациях, находящихся на территории города Якутска. В Мирнинском районе число заболевших гриппом и ОРВИ в дошкольных и школьных учреждениях достигло более 2000 человек. Школы закрыты на карантин, за исключением школ в Тасюряхе и Сельдюкаре. Ограничительные меры в образовательных учреждениях объявили до 19 февраля. Ежедневно ведут там мониторинг уровня заболеваемости. Какая обстановка в Вайхале, узнала Альбина Шарафетдинова. Школы закрыты, однако учебный процесс продолжается. Учебные заведения Айхала распустили своих учеников, чтобы уберечь от гриппа. Ребята перешли на дистанционное обучение. Домашние задания получают каждый день. Из-за сезонного пика заболеваемости ОРВИ в Айхале резко увеличилось количество заболевших. Если в начале февраля заболели более 50 человек, то через неделю уже 258 человек обратились в больницу. Из них 159 школьников. Карантин введен 6 числа по 14, 7 дней инкубационного периода заболевания. Если заболеваемость не будет уменьшаться, то карантин может быть продлен. По детским садам у нас как идет по гриппу, если в коллективе 20% превышения заболеваемости, тогда вводится карантин. У нас только в одном саду, в одной группе превышение идет в 21,8. Во всех остальных детских садах у нас пока ситуация благоприятная.
Окончательная дата, когда карантин будет снят, пока неизвестна. Только как быть родителем младших школьников? Ведь не всегда в таком возрасте ребенка можно оставить дома одного. А бабушки, которые готовы посидеть с внуками, есть не у всех. Могут ли родители в этом случае отсутствовать на работе? И при каких условиях? Листок нетрудоспособности выдается до 7 лет членам семьи или опекунам, детям, которые посещают дошкольное учреждение образовательное. На весь период карантина врачом, который наблюдает этого ребенка. Если ребенку уже исполнилось 7 лет, но оставить его без присмотра нельзя, работник может взять часть ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск за свой счет по договоренности с руководством или оформить неполное рабочее время. Альбина Шарафидинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Сразу два громких события празднует хирургическое сообщество республики. Это юбилей кардиохирургического отделения Национального центра медицины и его заведующего Петра Захарова. За свою долгую карьеру он спас не одну жизнь. Сюжет Саргаланы Неустроевой. Говорить о себе, как об одном из лучших кардиохирургов Дальнего Востока, Петр Захаров не любит и не привык. Таким он считает своего учителя Ивана Романова, чьи ученики стали ведущими хирургами республики. Признается, о работе он думает всегда и везде. По утрам, после изнурительной смены, в выходные и даже во время отпуска. По-другому никак, ведь врач – это не просто профессия, это образ жизни. Все равно, как бы не трудно было, все равно хирург пойдет операционный в следующий раз тоже, спасать жизнь человека. Это как, так можно сказать, если грубо сказать, то как наркотик тянет операционный все равно, постоянно. И сопереживание, вот это как бы основной двигатель хирурга, да, работы хирурга, сердца хирурга. Среди коллег, как и среди пациентов, Петр Захаров пользуется большим уважением. А умение найти подход к каждому и настоящее неподдельное добродушие сразу располагает к хирургу. За долгую карьеру Петра Захарова сложно найти пациента, который не был бы благодарен ему. Но я, естественно же, хотела, чтобы оперировали именно меня здесь. Это моя первая операция, и я вообще не волновалась, и как бы Петр Иванович так спокойно, так тихо, все вот медперсонал так со мной вот, обращаются, да, и в итоге вообще не страшно. Отделение кардиохирургии начало свою деятельность в 2000 году. Тогда еще молодые и неопытные врачи проделывали только легкие операции. Теперь же наше отделение проводит беспрецедентные на Дальнем Востоке операции по пересадке сердца. Летом же прошлого года впервые в республике была проведена имплантация трехкамерного кардиостимулятора. Я бы хотел все-таки выразить слова благодарности всем тем кардиологам и специалистам, медсестрам, вот, с которыми я столкнулся вот, в процессе имплантации кардиостимулятора. И как сказал в своем интервью Петр Иванович, что сердце – это очень уникальный, интересный орган, который мы должны все любить и заботиться о нем, и относиться к нему с благодарностью. Коллектив отделения сформировался давно. Все они ученики Петра Захарова, его друзья и коллеги. Во многом заведующий отделения стал для них настоящим примером, опорой и поддержкой. Однако Петр Захаров с присущим ему скромным обаянием никогда не поставит себя выше другого человека, а обо всех своих коллегах всегда отзывается с большим уважением. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. К другим новостям. В Москве в Гостином дворе развернулась масштабная московская художественная ярмарка. Экспозиция там состоит из 36 независимых площадок, на которых демонстрируется более 1000 произведений декоративного прикладного искусства, также живописи, графики и скульптуры. Посетителей знакомят с арт-галереями Москвы и Петербурга, творческими объединениями Крыма, Ялты, Калуги, Владимира, состоявшимися мастерами и молодыми художниками. На выставке также представлены работы начинающего якутского художника Марии Тумусовой в жанрах автопортретной живописи. Основная цель этой ярмарки – это показать вот сегодняшний срез Москвы и России. У нас здесь совершенно разная палитра.
от авангарда до реализма. Вот самый главный критерий – это качество. Качество работ. На этой выставке, конечно, интересно то, что художникам дается возможность как-то себя показать, рассказать о себе. Когда ты чувствуешь, как смешивать цвета, включается еще что-то другое дополнительно. Я бы хотела, например, писать портреты именно своим близким, которые давно ждут, хотят. Чемпионаты первенства Дальнего Востока по кикбоксингу памяти первого из Советского Союза чемпиона мира Александра Иванова стартовали в Якутске. Участие принимают около 120 спортсменов. Соревнования станут отборочными на чемпионаты первенства России. Для спортсменов это хорошая возможность показать себя, а тренерам посмотреть на подопечных и изучить ошибки. Сегодня на ринге во Дворце спорта 50 лет Победы в столице проходят предварительные бои. В субботу состоятся полуфинальные встречи, а в воскресенье сойдутся спортсмены в финальных поединках. Сейчас основная задача просмотреть лучших спортсменов с Якутии, так как в следующем году уже принято решение совместное с Федерацией кикбоксинга России и правительства республики, а также Министерства спорта о проведении чемпионата впервые на Дальнем Востоке, чемпионата России по кикбоксингу в разделе К1 в городе Якутске в апреле месяце следующего года, 2021 года. Ну а турнир по боксу памяти Александра Федорова, начиная с 2021 года, станет отборочным этапом к чемпионату России по боксу. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем аккаунте в Твиттере. Договорились об этом с Умаром Кремлевым, генеральным секретарем Федерации бокса России, говорится в сообщении главы республики. В Якутске установлен рекорд по самому долгому нахождению подо льдом. Исполнил трюк калининградский экстремал Олег Рязанов, который пролежал под ледяной коркой 12 минут и 52 секунды. Он не только автор 12 мировых рекордов по выживанию в условиях экстремального холода, но и активный пропагандист собственной техники дыхания и отогревания на холоде. Повелитель холода, как его прозвали в прессе, также занимается поиском смысла жизни и вечной жизни на Земле. Репортаж Ульяны Шагиной. Через полчаса Олега Рязанова засыпают снегом и зальют водой, где он пролежит без воздуха целых 12 минут и 52 секунды. А пока Олег активно готовится, уходя в транс и проводя уникальную технику дыхания, которую сам же и разработал. Медики и ученые проверяют его состояние, берут кровь на анализ. Цель – изучить состояние организма после такого долгого нахождения на холоде. Хотим посмотреть морфологию эритроцитов. Там изменения должны произойти. Пришли поддержать любителей экстремального холода и моржи. Люди, которые не понаслышке знают, что такое холод, верят Олегу. Утверждают, что подготовленный человек может выдержать такие низкие температуры. Йоги сутками туда вообще закапываются под землей. То есть там теплее, да, получается? Это состояние йоги. Это, умеют они работать с энергиями. То есть вы считаете, что это реально? Да? Реально, да. Свой трюк Олег посвятил любимой супруге, рискнув своей жизнью аккурат в день Святого Валентина. Эту Валентинку подготовлю, то есть потом вы уже снимете это, как она будет выглядеть. Да, поэтому, Иринка, я безумно тебя люблю, да, ты экстремалка гораздо круче, чем я, потому что быть женой повелителя холода – это экстрим гораздо серьезнее, чем я делаю. 47-летний любитель экстремального холода, автор 12 различных мировых рекордов, связанных с холодом. Но якутяне познакомились с ним в прошлом году, когда он прыгнул с 4-километровой высоты с парашютом в минус 23 градуса, после чего еще и искупался в ледяной лене вместе с моржами. А прямо сейчас мы находимся на 202-м микрорайоне, и Олег Рязанов уже начал свой трюк. Его работники засыпают сейчас снегом, после чего будут лить ледяной водой. Задача в том, чтобы лед быстро схватился, и Олег в таком положении должен пролежать 13 минут, не дыша под ледяной коркой. И в этот раз Олегу Рязанову удалось покорить якутский холод. Он пролежал под ледяной коркой почти 13 минут. От горячего чая Олег отказался, зато активно начал отогревать свое тело при помощи своей методики. Самое кайфовое – это когда ценишь такие мелочи, как воздух, например. Да?
Мне сложно сказать, еще раз, там состояние оно другое. Я не осознаю полностью, как сейчас, то, что происходит в те моменты. Я в трансе себя вел, конечно. На этом экстремал не собирается останавливаться. Следующий его трюк состоится 8 марта в родном городе Калининград, где Олег окунется в пары жидкого азота при температуре в минус 150 градусов. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Короткая пауза, буквально полминуты. Оставайтесь с нами и смотрите далее в нашей программе. Добрый февраль набрал обороты. Известный кондитер Мария Столярчик сделала подарок многодетной маме. Брак в день влюбленных. 14 февраля по традиции одна из популярных дат для всех пар. Сюжет из Нерюнгри. Под особый контроль ГИБДД выходят на рейды по проверке межгородского такси. Якутия-24 в прямом эфире. Продолжаем программу «Итоги дня». Отчет правительства прошел в Жатае. Перед населением выступил первый вице-премьер республики Алексей Стручков. Он сказал, что благодаря активности самих жителей по программе поддержки местных инициатив выполнены работы по благоустройству дворовой территории домов по улице Строда. Также заключено 10 социальных контрактов с малоимущими семьями на сумму более 480 тысяч рублей. В 2019 году в Жатае ввели в эксплуатацию плавательный бассейн. Проведены ремонтные работы в здании общежития Жатайского техникума. Что касается планов, то будет реконструкция автодороги НАМ, в том числе на территории Жатая в 2021 году. Ну а судя по вопросам, жителей волнуют вопросы строительства новой школы, лекарственное обеспечение федеральных льготников, отсутствие мирового судьи и нотариуса, транспортной доступности и наружного освещения. Много вопросов звучало в части транспортного обеспечения, в частности, работы 109-го маршрута и поездок людей из поселка Жатая в город Якутск в обратном направлении, и также благоустройство, реконструкция, модернизация улично-дорожной сети самого поселка Жатая, обеспечение уличным освещением участков автомобильных дорог, региональная автомобильная дорога НАМ, которая идет из города Якутск в сторону Жатая. Были жалобы на то, что она мало освещается, и сейчас Министерством транспорта и дорожного хозяйства также завершается разработка проектно-сметной документации. Я думаю, что при корректировке плана дорожных работ эти работы уже в текущем году будут учтены и выполнены соответствующим образом. С сегодняшнего дня сотрудники республиканской ГИБДД выходят на рейды, связанные с перевозками пассажиров по межмуниципальным и межгородским маршрутам. Под особый контроль попадают микроавтобусы, ведущие перевозку пассажиров и багажа. Сотрудники ГАИ будут проверять наличие разрешительных документов на перевозку пассажиров, техническое состояние автомобилей, наличие ремней безопасности и удерживающих устройств для перевозки детей. Кроме того, в рамках рейда будут проверены и столичные пассажирские автобусы. Тайные пассажиры будут ездить в автобусах и наблюдать за работой водителей и фиксировать нарушения. Рейды продлятся в эти выходные и на следующей неделе. Особое внимание уделяться соблюдению режима труда и отдыха водителя, то есть наличие такого средства контроля за водителем, как тахограф. Потому что у нас регулярно совершаются дорожно-транспортные происшествия с участием перевозчиков межрайонных сообщений, где сопутствующими причинами выступает как раз нарушение режима труда и отдыха водителям и, к сожалению, с тяжкими последствиями. В прошлом году у нас зарегистрирован рост всех 3 показателей аварийности по вине водителей автобусов. Государственная противопожарная служба Якутии и СВФУ подписали соглашение о совместном патриотическом воспитании молодежи. Стороны сотрудничают уже с 2010 года. Расширен перечень направлений. Со следующего года планируют внести индивидуальные траектории образования. Подписываем в этом соглашении такие направления, как совместные действия в области научно-практические, научные технические работы, которые будут направлены на обеспечение пожарной безопасности нашей республики. Мария Столярчик присоединилась к акции «Добрый февраль», которую проводит наш телеканал. Кондитер подарила многодетной маме Марии Ивановой сертификат на мастер-класс по приготовлению тортов. Сюжет нашего корреспондента Саргаланы Федоровой.
Испечь торт – это целое искусство, которое не сразу подвластно новичку. Но сегодня маме 6 детей Марии Ивановой представилась отличная возможность обучиться этому с самых азов. Теперь она будет баловать свою большую семью необычными тортами собственного приготовления и даже приносить дополнительный доход. Сливки для крема, посуда для крема – все должно быть охлажденным. Я этого, допустим, не знала. Я не знала, что сливки перед взбиванием надо еще раз положить в морозильник на минут 20. Это для меня очень интересно. И сам процесс, некоторые даже формочки, для меня я в первый раз использую. И это было очень неожиданно, очень приятно для меня, для многодетной мамы. Перед тем, как добавить крем, его нужно ложкой размягчить, сломать структуру. Как правильно выпекать яркий бисквит, что нужно знать о нюансах крема, как его выравнивать, а напоследок чем украсить. И делать все это в домашних условиях. Кондитер раскрыла все секреты приготовления популярного торта «Красный бархат». Самое главное в кондитерском деле – знание технологии приготовления и владение техническими приемами. Именно их и мастер продемонстрировала. Все наши условия ориентированы на вкусную домашнюю выпечку. У нас даже печки непрофессиональные, домашние печки. И единственное, минимальный набор инструментов нужен будет девушкам, чтобы в дальнейшем работать. И, конечно же, технологическая карта и опыт. Все набивается рука через некоторое время. В кондитерской Марии Столярчик работает фонд благотворительности. Ежемесячно выделяют средства на добрые дела. Ну а наша акция «Добрый февраль» направлена на оказание информационно-консультативной помощи. Мы планируем и дальше помогать многодетной маме. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Первый отборочный тур республиканского телевизионного конкурса «Полярная звезда» прошел в Ленске. За 2 дня зрители увидят более 350 номеров в исполнении детей со всего района. Жюри предстоит выбрать лучших, именно они будут участвовать в гала-концерте. На победителя поедут в Якутск для участия в финале конкурса. Конкурс многожанровый. Это и хореография, это и вокал, это и классическая музыка, это и изобразительное искусство, и декоративно-прикладное творчество детей. Также существуют такие номинации, как детская журналистика, детская литература, потому что есть у нас такие талантливые дети, которые сами пишут, сами сочиняют стихи. И этот конкурс именно нацелен на то, чтобы выявить эти юные таланты на нашей такой благодатной Ленской земле. На базе Алданского политехникума прошла научно-практическая конференция на тему «Проблемы и перспективы развития среднего образования в условиях внедрения цифровых технологий в образовательный процесс», рассказывает Руслан Павлов из Алдана. В мире цифровых технологий и их стремительном развитии сложно удержаться тем, кто не готов к самообразованию или переквалификации. В диктуемых условиях особенно непросто наставникам старой закалки. Чтобы угнаться за современными студентами, которые на «ты» с цифровыми программами и различными гаджетами, нужно быть в тренде. Приходится учиться, повышать уровень образования, и только влюбленность в свою профессию позволяет выдержать данный ритм. Зависит от желания. Если есть желание, то ты освоишь и гаджеты, и все. Мне, например, не сложно. То есть все-таки приходится самообразованием заниматься? Обязательно. Обязательно. Якутия находится в числе лидеров среди регионов страны по внедрению цифровых технологий. Однако в большей степени это касается столицы, города Якутска. На периферии не столь радужно. Прежде всего, конечно, проблемы, связанные с инфраструктурой, с технологической инфраструктурой, информационно-коммуникационной структурой. Вторая проблема, конечно, связана именно со скоростью интернета. Следующая важная проблема – это проблема обеспеченности именно кадрами, которые могут обеспечивать должный уровень функционирования этой информационно-коммуникационной сети. Выбрать оптимальное решение или попасть в яблочко – дело непростое, поэтому проблемы и перспективы развития в условиях внедрения цифровых технологий в образовательный процесс педагоги средних специальных учреждений обсуждали на площадке Алданского политехникума горячо и страстно.
Обуздать эмоции старались студенты техникума и медицинского колледжа в борьбе за право быть самыми меткими. Стрелковые соревнования в интерактивном тире между алданскими СУЗами прошли в канун Дня влюбленных. Мы поинтересовались у молодежи, а нужна ли меткость в амурных делах. Да, потому что если, например, влюбиться не в того, в кого нужно, будут плохие последствия. Девушке в сердце попасть нужно. Сразу и навсегда? Да. Не знаю, как бы небольшого опыта не имею. «Любви все возрасты покорны», — сказал поэт. «Без любви нет созидания, нет развития». Именно любовь к ближнему, к своему делу является той силой, которая движет людьми и заставляет их менять мир. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сегодня День всех влюбленных, 14 февраля, традиционно одна из самых популярных дат для бракосочетания. Исключением не стал и Нерюнгри, сюжет Екатерины Павловой. День Святого Валентина либо ругают, что праздник не наш, либо отмечают бурно, с романтическими свиданиями, подарками и охапками роз. Некоторые идут еще дальше. Решают сыграть свадьбу 14 февраля. Кстати, это еще и очень удобно. Годовщина свадьбы будет совпадать с этим романтическим праздником. Такую дату сложно забыть. На сегодняшний день было подано 7 заявлений на регистрацию брака. По сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что это все-таки были не торжественные регистрации, потому что дата выпала на четверг, пар было на одну больше. Ну а самый большой пик пришелся все-таки на 14 февраля 2014 года, их было 14. Галина и Алексей мечтали скрепить свой союз узами брака в День всех влюбленных. И на втором году отношений пары красивая дата стала их по закону. Чудеса начали происходить с самого утра. Какие-то неожиданности, подарки, все остальное. Вот это переполох, сборы, какие-то переживания. В душе сейчас просто эмоции переполняют. Все сжалось в груди. Ну, вообще, конечно, оно того стоит, как говорится, праздник. И такой радостный день, поэтому эмоции самые настоящие, самые лучшие, какие только могут быть. Одни пары годами проверяют свои чувства, прежде чем отправиться в ЗАГС, другие быстро решают, что им нужно быть вместе. Мария и Борислав вместе меньше года, но это их ни капли не пугает, в себе они очень уверены. Мы познакомились с Бориславом в августе. День всех влюбленных, такая знаменательная дата, поэтому мы решили в этот день. Естественно, мы счастливы очень связать узы брака в этот день. Сегодня спланировать дату свадьбы можно за год до торжества. Минимальный срок и правила подачи документов остались прежними. Заявление необходимо подать минимум за месяц до регистрации лично, обратившись в ЗАГС или в Центр госуслуг «Мои документы» или через единый портал государственных и муниципальных услуг. Желающих очень много подать заявления на зеркальные даты. Например, это 20 февраля 2020 года. У нас подано 10 заявлений. На 8 августа 2008 года было подано очень много заявлений. У нас зарегистрировали брак 14 пар. Ну и 8 июля – это наш русский день влюбленных. Желающих на эту дату подать тоже очень много. Валентинов день наполнен энергией любви и романтического настроя. Поэтому неудивительно, что многие молодожены выбирают именно эту дату для создания своей семьи. Но на самом деле не важно, какой день на календаре. Для любви, романтики и семьи подходит любая дата. Главное, чтобы чувства были настоящими и крепкими. Екатерина Павлова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Якутия 24 продолжает работу в прямом эфире. Продолжат коллеги. До встречи.